Слушание дела об убийстве мужчины своей матери стартовало сегодня в Новосавиновском суде Казани. На скамье подсудимых 35-летний Артур Нуруллин. По версии следствия, мужчина так избил свою маму, что сломал ей кости лица. В результате женщина скончалась. Все произошло в ночь на 2 октября в квартире одного из домов на улице Лаврентьева. Из зала суда репортаж Нафиса Минязовой. На скамье подсудимых 35-летний Артур Нуруллин. Следователи установили, в ночь с 1 на 2 октября он очень сильно избил свою мать и сломал ей кости лица. Женщина скончалась на месте. Соседи сильно не удивились. Беду ждали давно. Артур, который пьет постоянно. Там, которые над ними живут бабушки, они всегда жалуются, что вообще вечером спать не дают. У них вся семья пила. У них и сестра умерла, дочка у нее Альбина. Она пила, тоже пила. Поэтому она и умерла уже, что она пила. С тех пор сын и мать практически постоянно жили вдвоем. Мужчина был женат, но супруга такой жизни не выдержала. Затем он познакомился еще с одной женщиной и едва не убил ее на глазах у всех. У меня как раз родственники приехали. Им заходить уже, и он тут избивал прям чуть ли не до полусмерти. Потом она вроде в деревню уехала, что ли, что-то. Потом его посадили. Коллега убитой женщины, они вместе торговали на рынке, рассказывает, что в последние дни жизни мать подсудимого чувствовала себя неважно. Я последний раз ее видела там, но она еле-еле ходила. В ту ночь на крики из неблагополучной квартиры соседи не обратили внимания. Такое бывало часто. Тело 65-летней женщины обнаружила ее сестра. Она не смогла дозвониться до родственницы и пришла ее навестить. Увидев страшную картину, вызвала полицию. Сына погибшей задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего». Обвинительное заключение следователям обручалось? Да. Постановление о назначении судебного заседания получали? Вчера вечером. Ознакомиться с обвинительным заключением в установленные законом сроки Артур Нуруллин не успел. В связи с этим слушание дела перенесли на 23 декабря.